Вы занимаетесь политикой, но вас еще не зовут поорать в передачу к Владимиру Соловьеву? Это хорошо, значит вы молодой и неиспорченный политик. Набраться опыта вам помогут наши лайфхаки. Первая ситуация. На пресс-конференции вам понравилась журналистка, но вы серьезный политик и не знаете, как ей на это намекнуть. Дональд Трамп подскажет. Вы президент суверенной страны. Скорее всего, вам не нравится попытка навязать США свою волю, но вы не можете об этом сказать напрямую. Используйте первую леди как президент Польши. И не рассказывайте анекдоты. Ну вот про вас там анекдот какой-то. Хочу рассказать анекдот в связи с тем... Анекдот расскажу. Не надо. Не маленький. And not getting paid for it. Видите, так делают только неэффективные политики. Сказать вам анекдот про израильскую армию. Ну ладно, рассказывайте анекдоты. Кстати, это еще один совет. Юлите, выкручивайтесь и будьте уверены в том, что говорите. Было 1 200 000 стоил. Да. Вот. Стало 8. Из 1 200 000 превратилось в 8 миллиардов. Молодцы. Ну, да. Хорошо работаете. Сложная мировая обстановка. Не понимаете, с кем дружить? Ваш народ выбирал не однорукого президента. Используйте все конечности для рукопожатий. Это повысит популярность. Тройничок наберет явно больше просмотров в интернете. И, конечно же, не пейте перед важными встречами. А если и выпили, то старайтесь не проспать. Не проспать очень важную встречу. Будильник себе ставьте в разные места. И в заключении, всегда учитесь на чужих ошибках, а не на своих.